черные глаза, красотой своей сгубили пацана. Сходу на свидание в лучших ресторанах, прокачу на весела. Сегодня для учащихся 10 классов нашей школы особенный день. Сегодня мы посвящаем их старшеклассники! 2 месяца вы проучились в новых классных коллективах, присматривались друг к другу, к учителям, а сейчас ваш испытательный срок завершен. 10 класс, 10 класс. Забудем будни. Ныне праздник. Сегодня награждают вас высоким званием. И это звание – старшеклассник. Старшеклассники – это лицо школы, предмет ее гордости. Именно старшеклассники являются носителями культуры, ценностей, традиций школы и, несомненно, объектом для подражания младших и средних классов. Слово для поздравления предоставляется директору школы Бубякиной Алине Егоровне. Добрый день, наши дорогие ученики! Поздравляю вас действительно с посвящением старшеклассники. Первая четверть позади. Хочу пожелать вам успехов, удачи. Я надеюсь, что вы действительно сделали осознанный выбор и определились с направлением класса. И, ну что могу сказать, с возвращением в родные стены. Председателю Совета старшеклассников школы номер 31 Антипиной Тамаре, ученице 11-го социально-экономического А-класса. Дорогие десятиклассники, сегодня для вас особенный день, день посвящения в старшеклассники. И от лица всего Совета старшеклассников я искренне хочу поздравить вас с этим важным событием. Это новый этап вашей школьной жизни, наполненный новыми возможностями и вызовами. Помните, что вы уже не просто ученики, а самые что ни на есть настоящие лидеры. Отныне на вас ложится большая ответственность за младших ребят, за успехи школы и за ее атмосферу. От вас ждут не только хороших оценок, но и активного участия в жизни школы, готовности быть примером для остальных и также помогать другим. А я, в свою очередь, желаю вам успехов в учебе, новых ярких моментов школьной жизни и классных незабываемых друзей. С праздником, дорогие старшеклассники! Сегодня завершающий этап посвящения – ваши творческие визитки. Надеемся, что вы подошли к этому мероприятию со всей ответственностью. Ну что ж, давайте начинать. Первыми под бурные аплодисменты приветствуем коллектив 10-го социально-экономического А-класса. Классный руководитель Брызгалова Елена Робертовна.
меня сплоченный дружный класс. Я так счастлива, что у меня есть 10 А-класс. Всем привет! Рада познакомить вас с нашим классом. Мы коллектив 10 А-класса. Времени унять и не сдержать. Придут чистолюбивые дублеры. Как лучше нашего сыграть. Все таланты, нам есть за что судьбу благодарить. Мы преданы единственной команде, команде, без которой мне не жить. Тебе судьбу мою жить, тебе одно меня сумеет. Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить. Там за морями, за синей чертой, за синей чертой, же парень Вас пришли поздравить танцевальная команда 4 и 5 классов. Руководитель Колодезникова Надежда Николаевна. Встречаем бурными аплодисментами! Бурные аплодисменты, встречаем автобус радости. Руководитель Колодезникова Надежда Николаевна.
класса выходит на сцену после озвучивания рекорда. И второе правило. Поддерживай своих одноклассников бурными аплодисментами. Всем привет, привет, привет! Так, меня зовут Алиса, и сейчас мы с вами проведем конкурс на самого быстрого. Жду от каждого класса одного представителя на сцене, считаю до 5 раз. Кто у вас самый быстрый, решайте? 2, 3. Давайте, 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 давайте. 4. Давайте, успеваем. 4 на ниточке. Давайте, давайте, давайте. И 5. Давайте познакомимся. Представьтесь, пожалуйста, из какого вы класса. 10-й я Васильев Дмитрий. Кто поддерживает Василия Дмитрия? Представьтесь, пожалуйста. Григорьев Тимур, 10-й. Кто поддерживает 10-го? 10-й. 10-й. Романов Лев, 10-й Б. 10-й Б. Хорошо, я вас поняла. О, отлично, еще один участник. Представьтесь, пожалуйста. Ставь Д. Ваше имя? Диана. Кто поддерживает Диану? Молодцы. Сейчас мы с вами проведем мою самую любимую игру «Принеси мне». Правила этой игры очень сильно просты. Пройдем мы с вами быстро. Прошу не жульничать. Для начала озвучу несколько самых главных правил. Нарушаете правила, будете дисквалифицированы. Первое. Спускаемся мы исключительно по лестнице. За вещами мы приходим сами. Нам их никто не кидает. Мы их ни по доброй воле не срываем. И так далее и тому подобное. Правила моей игры. Называю одну вещь, и вы должны мне ее принести из зала. Тот, кто первый приносит, собственно, выходит в следующий раунд. Тот, кто приходит самый последний, собственно, выбывает. Давайте с вами попробуем один первый пробный раунд. Так. Хорошо, давайте сразу. Принесите мне сережку. Ты должен видеться вперед, должен быть первым в нашей истории. Рассказ не должен быть первым. К сожалению, у нас выбывает уже первый участник. Сережки возвращаем их владельцам. И выбираем высоту, себе ведай, пламя своим мечтам. Возвращаем. И присаживаемся. Те, кто выбыл. Ну, с этим мы справились очень-очень быстро. Усложняем наши правила. Слушаем очень внимательно. К сожалению, вы выбыли. Присаживайтесь, давайте поаплодируем. Ничего страшного. Принесите мне активиста в синей футболке. Это голубая. Мне нужна синяя футболка. К сожалению, у нас бывает медицинский класс. Поаплодируем. Прошу присаживаться наших активистов. Ну и давайте самое сложное, самое последнее. Что-то я проголодалась. Принесите мне конфету. Ничего страшного, давайте поаплодируем нашим выбывшим участникам. Жвачки возвращаем. Возвращаем жвачки. Отлично. Ну и давайте самое последнее, самое сложное. Принесите мне 11-й iPhone! Ну блин, мне принесли Pro, а это обычный 11-й. Ну давайте сделаем так. Засчитаем двух участников, и вы оба побеждаете, приглашаем вас к ним. Молодцы! Всем спасибо за игру!
самый высокий, просим выйти на сцену высоких классов. Так, что-то мы с вами уже давненько не виделись. Меня также зовут Алиса, приглашаем самых высоких из вашего класса. Друзья, самые высокие, ждем. Но мне кажется, тут есть явный победитель, но давайте сделаем так. У нас будет два победителя. Кто же окажется выше Паула? Давайте узнаем. Так. Но мне кажется, вы сразу можете присесть. Как вы тоже, прошу прощения. Присаживайтесь, давайте поаплодируем самым высоким из ваших классов. Павел, вы можете уже оставить свой отпечаток, а мы пока что с вами стоп. Андрей, мы узнаем ваш рост. Друзья, останьтесь, пожалуйста. Давайте мы с вами встанем спиной друг к другу, как солдатики. Спиной друг к другу, пожалуйста, да. И станьте максимально ровно. Что-то я немного не понимаю. Кто же из них мужчина? Давайте. Кто болеет за... Как тебя зовут? Дамир. Кто болеет за Дамира? А кто болеет за? Андрея. Кто за Андрея? Ну что-то, как по мне, очень-очень много болеют друг за друга, поэтому у меня есть одно предложение. Знаете игру Пиф-Паф? Игра Пиф-Паф, друзья. Сейчас мы с вами выберем победителя. По случайному методу, можно сказать. Я вам называю фрукты, и вы делаете шаг вперед. Там, допустим, яблоко сказала, вы делаете шаг вперед. Как только называю овощ, вы поворачиваетесь к своему сопернику и говорите пиф или паф. Кто первый выстрелит, тот, собственно, и победил. Поняли правила? Давайте, да, чуть-чуть. Ко мне чуть-чуть, пожалуйста, подвиньтесь. Андрей, пожалуйста, подвинься. Прошу, встаньте спиной друг к другу. Надеюсь, правила были понятны. Давайте, называю фрукты, вы идете вперед, называю овощ, стреляете. Давайте. Яблоко. Давайте, тишина. Банан. Ням-ням-ням-ням-ням. Груша. Картошка. Поаплодируем Андрею. Тут у нас явный победитель. Можете оставить свой отпечаток. Следующими приглашаем коллектив 10-го гуманитарного класса В. Классный руководитель Атласова Валентина Николаевна.
история, обществознание, английский язык и литература. На уроках истории мы узнаем прошлое. Сцена первая. Жили-были римляне. Собрала ли дань? И решила дружина, что мало они собрали. И второй раз пошли Игорь с дружиной за данью. И решили римляне, раз повалится волк в овчарню, пока всех овец не передушат, не успокоится. Надо убить волка. На кого ж ты меня оставил? Закрылись ясные твои очи. Ну отомщу я за смерть твою. И смерть твоя будет страшна, ужасна. О том, как это все антропоид книги Молотова, со смертью мужа читать в учебниках истории 6 класса. Сцена вторая. Все вы слышали про Петра I и огромный вклад в историю развития нашей страны. А теперь посмотрите воочию, как это происходило. Ну, ты ж моя Россиюшка, не хватает тебе знаний и новшеств западных, флота до армии. А прорублю-ка я окно в Европу. Вот и прорубил я окно в Европу. Хорошо-то как? С тех пор наша страна пришла на новое осуществление. Стала праздновать Новый год 41 декабря на 1 января и получила выход в Балтийское море. Более подробно о реформе Петра I вы можете узнать в учебниках истории 8 класса. Сцена третья, последняя. На уроках английского языка и литературы мы впервые узнали прекрасные сонеты великого Шекспира. Betwixt my eye and heart leagues took, and each dove good turns now unto the other, when that mine eyes famished for a look, or heart in love with sights himself of smoother. У сердца с глазом тайный договор, они друг другу облегчают муки. Когда тебя напрасно ищет взор, и сердце задыхается в разлуке. With my love's picture, when my eye doth feast, and as a painted banquet meets my heart, another time my eye is my heart's guest, and his thoughts of love doth share apart. Твоим изображением зоркий глаз дает и сердцу любоваться волю, а сердцу глаз свой урочный час мечты любовную уступает долю. So either by the picture of my love, the self-way are present so with me, for thou, no father that my thoughts can move, and I am still with them, and they with thee, or if they sleep with the picture in my sight, wakes my heart to hearts and eyes delight. Так в помыслах моих или воплоти, ты предо мной мгновение любови, не дальше мысли можешь ты уйти. Я не разлучен с ней, она с тобою, мой взор тебя рисует и во сне, и будет сердце спящее во мне. Нас еще много всего ждет. Новое открытие, разочарование, любовь. И в конце концов ЕГЭ. Но мы знаем, что все будет хорошо, потому что рядом с нами Надежда. Мой дом на земле, а удача
человек с самой длинной фамилией из класса. Также хочу вам представить свою помощницу на данный раунд. Это Вероника. Ой, прошу прощения, 6 человек. Друзья, давайте, у кого самая длинная фамилия. Так, ждем последнего участника и встречаем наших длиннофамильцев бурными аплодисментами, друзья. Правила данного раунда крайне просты. Вы должны сказать свою фамилию, мы посчитаем количество букв и тем самым выявим победителя. Давайте приступим. Кривошапкина. Кривошапкина. Двенадцать букв. Поаплодируем Кривошапкине. Пятиневская. 12 букв. Плетеневская. Поаплодируем. Заболотная. 10 букв. Поаплодируем Марине. Карпутинов. Карпутинов. 11 букв. Поаплодируем. Человек с очень сложной фамилией. Герценберг. Сколько букв? 10 букв. Поаплодируем. Рогожинская. Рогожинская. 10 букв. 11. Но все равно у нас уже выявлены 2 победителя. Остальные поаплодируем вам. Можете присаживаться. Можете представиться, из какого вы класса. 10-е, ваше имя. Маргарита, ваше имя. Аня, 10 Г. Молодчинки, девочки. Можете проходить, оставить свой след в истории. Всем еще раз спасибо. Встречаем следующий коллектив. И это наш медицинский 10 Г-класс. Классный руководитель Зорина Татьяна Ивановна. В житейской нашей сложной суете сегодня ты здоров, а завтра болен. Силен сегодня ты, а завтра слаб. Ты в болезни стал невольный раб. Для больного человека нужен врач, нужна аптека.
мрамор и стекло. Стекла за стеклом стоят в порядке. Склянки, банки и крышки. Капли мази и порошки. От капюша, вот ангины, вот веснушек на лице. Рыбий жир, таблетки, химии. И, конечно, витамины А, В, С. Есть микстура дыхания. Проглоти и будь здоров. Лейки пластырь от мозолей и настойки на траве. От ломоты и от боли в животе и голове. Есть микстура от мигрени. Но нельзя сказать врачу: дайте мне микстуру от лечения, от лени и не могу. Чтобы это средство поставить, чтобы все эти с детства принимать его могли. Те ребята, чьи отметки провожают в день, по одной по 2 таблетки 3-4 раза в день. Появись лекарство это, купил бы 2 пакета. Нет, не 2, а целых 3. Нужно, что ни говори. Наш девиз. Двигаемся дальше. А следующий конкурс выявит, у кого самая длинная коса в нашей школе. Приглашаем Ионину Алису. Ну, друзья, ну где бурные аплодисменты? Уже который раз поднимают. Ой, спасибо. Как вы все поняли, приглашаем девочку с самыми длинными волосами из класса. Девочка с самыми длинными волосами. Те, кто уже участвовал в книге и тем более выиграли, к сожалению, не могут участвовать. Так, уже 3 подошли. Давайте, еще один человечек. Так, вот они наши прекрасные девочки. Хочу попросить мне помочь Павла в данном раунде. Смотрите, все очень просто. Кому не трудно, прошу распустить волосы, если сильно сложно будет. Смотрите, мы с вами будем отмерять длину, начиная от корней. Благодаря большим рукам Павла мы сможем отмерить сколько кулачков. Тем, у кого получится больше кулачков, тот, собственно, и победил. Давайте начнем. Можешь, пожалуйста, представиться, из какого ты класса? Меня зовут Тускулана, я из 10 А класса. Кто поддерживает 10 А? Давайте посмотрим, сколько у нее кулачков. Приступим дальше. Как вас зовут? Нарьяна. Нарьяна, из какого вы класса? 10 В. 10 В. Кто поддерживает 10 В? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и... Давайте 9,5. Запоминаем наше число. Представьтесь, пожалуйста. Я Анжелина, я 10 Е класс. 10 Е класс. Кто у нас поддерживает? Молодчинки. Давайте узнаем, сколько же у тебя кулачков. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11,5, друзья, поаплодируем. Давайте дальше представься, пожалуйста. Я Аня из 10 Б, но у нас в классе всего 2 девочки, так что не судите строго. Давайте поаплодируем Ане, ведь у них всего 2 девочки в классе. Раз, 2, 3, 4. 4. Давайте 5 засчитаем Анне, молодчинка. Давайте дальше. Как тебя зовут? Я одну не из 10 Г. 10 Г, кто поддерживает? Умница, давайте. Раз, 2, 3, 4, 5, 6,5. Поаплодируем. Представьтесь, пожалуйста. Надя, 10 Д. Но 10 Д вышел, поэтому все поаплодируем Наде. Давайте узнаем, сколько же у Нади кулачков. Раз, 2, 3, 4, 5,5. Мне кажется, у нас очевидно победитель. Можете напомнить ваше имя? Анжелина. Анжелина, давайте ей поаплодируем. Остальные девочки с прекрасными волосами можете присаживаться. Анжелина, подходи к нашей книге и фото. Всем еще раз спасибо. Вас поздравляет ученица 9 Г класса Арджиняна Наид с песней «Руководитель Протопопов Сергей Васильевич». Психолого-педагогический класс. Классный руководитель Андреева Наталья Владимировна.
А кем вы вообще хотите быть по жизни? Не знаю. А может мы будем хореографами? Нет. Может, мы будем инженерами? Нет. Да я опаздываю, мне надо помочь вашей сестре. А давайте мы поможем. Научите нас
Любовь, искусство. Любовь, искусство. Поддержим бурными аплодисментами. Это был 10-й педагогический класс. Минуточку, внимание, ребята, секундочку даже. А один представитель с класса, пожалуйста, сейчас пройдите в спортивный зал для жеребьевки на соревнования по волейболу. Один представитель. По два не надо. Спортивный зал, блок А. Последний на сегодня рекорд – это самый шустрый. И снова всем здравствуйте. Приглашаю снова 6 человек, только самое главное, в руках у каждого должен быть мобильный телефон. Все тогда, не-не-не, все сидим, все остаемся. Участвуют только 10 классы, договорились? Правила очень-очень просты. Я вам диктую номер телефона. Тот, кто первый дозвонится, тот, собственно, и победил. Все поняли правила? Открываем набор телефона. Я диктую, кто первый дозвонился, тот и победил. Поэтому в зале абсолютная тишина. Все готовы? Все готовы? Что-то я вообще никого не слышу. Все готовы? Вот так-то лучше. 8 924 173 2206. Должен нас... Кто первый? Кто первый? Только один раз. Кто у нас дозвонился? Сейчас Анна Александровна. Алло. Поздравляем нашего победителя. Представься, пожалуйста. Поаплодируем Раде, как самой шустрой. Приглашаем ставить свой след. Ну и напоследок игра для всех. Тот, кто упал. Тот, кто победит, получит рэп плюс. Тот, кто победит, получит плюс рэп и уважуху. Как меня зовут? Молодцы, значит, все внимательно слушали. Поздравляю вас всех с переходом в 10 класс. Удачи вам! Всем спасибо за игру! И завершает наше мероприятие 10-й Е медийный класс.
классный руководитель Жирокова Матрена Николаевна. Встречаем! Алло, мне помощь нужна. Брат пропал. Не моя проблема, сам решишь. Так, стоять, что-то не то. В прошлом году в актовом зале такое же видел. Надо что-нибудь другое придумать. Не задумывались? Он не идет. Он не идет. Ты сначала включи хоть что-нибудь. Вот она включила, а ты не прохлаждайся, я уже все сравните. Блин, хочу сделать какой-нибудь общественный проект. Есть идеи? Может, лучше социальный анализ? О, да, думаю, хорошая идея. Очень печально. Ну, подождите. Где меня? Алло, да. Привет. Ага, да. А, хорошо. Давай, сейчас спрошу. Я, короче, мне текст надо писать для клуба. И этот, там ведущего не хватает. Пойдешь? Кстати, уже сегодняшний клуб будем смотреть 1+1.
сидим сейчас. Ну вы прокрастинаторы, на самом деле тоже охота. Мы же медички все как-никак. Ну все, значит, идти. Пойдемте. В общем, вот, наш класс 10 Е. Мы сняли вот такое кино. Надеюсь, вам понравилось. Похлопайте. Все молодцы, все принимали участие. К сожалению, не весь класс вышел. Некоторые болеют, некоторые по своим там причинам не пришли. Но, в общем, все молодцы. Вы уже на шаг ближе к званию старшеклассник. Осталось только одно. Для принятия клятвы старшеклассника прошу всех встать. После моих слов говорить «клянусь». Мы, десятиклассники школы номер 31, вступая в ряды старшеклассников, перед лицом классных руководителей, учителей и представителей администрации, торжественно клянемся. Учиться только на одни пятерки, четверки, тройки и другие оценки, утвержденные Министерством просвещения. Клянемся! Прибегать в школу к первому уроку с гонящими и любознательными глазами. Клянемся! Не шутить с учителями. И учителя, и результаты шуток могут быть непредсказуемыми. Клянемся! Поддерживать в школе чистоту и порядок. Клянемся! Не пропускать занятия без уважительных причин. Переел, не доспал, на автобус опоздал, в лужу упал, маму не разбудила, лень вставать было. Всего 264 причины. Клянемся! С достоинством нести звание ученика 31-й школы. Клянемся! Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной работе Кулагиной Людмиле Александровне. Спасибо, можете все прийти. Сегодня мы увидели, какие вы разные, на что вы способны, чему вы уже научились за те годы, которые посвятили обучению, какие вы дружные или не очень. Но впереди у вас не менее интересные еще 2 учебных года, 2 учебных года самых, наверное, интересных, потому что именно в старших классах ты понимаешь, чего ты хочешь, и идешь к той цели, которую желаешь достичь. Этого я вам и желаю. Сегодня в истории нашей страны знаменательная дата. Почему я говорю страны? Потому что сегодня 95-летие человека эпохи Александры Николаевны Пахмутовой. Это советский российский композитор, который написала более 400 песен, которая, маленькая девочка из города Сталинграда, получила самую главную награду в своей жизни – это любовь и доверие людей. И песни, которые сегодня прозвучали фоном в ваших визитных карточках, кто-то попытался исполнить знаменитые песни Александры Пахмутовой, мы говорим вам спасибо за дань уважения великому композитору. Аплодисменты вам. В понедельник мы будем подводить итоги всей недели старшеклассников. Я знаю, что мы обещали спецпризы, поэтому я надеюсь, мы все это реализуем в понедельник на торжественной линейке. А сегодня я приглашаю представителя, командира коллектива 10 Е класса для вручения свидетельства, которое подтверждает,
старшеклассники и действительно достойны носить это звание. Сладкий приз отметить сие событие от Совета старшеклассников и штаба успешной работы вручаем свидетельство коллективу 10 Д. Приглашаю представителей коллектива 10 Д. Коллектив 10 В. Отрадно было увидеть визитки вот последних двух коллективов. Именно те направления, которыми они занимаются. Педагогический класс показал, какие они старшеклассники-наставники. Это похвально. Коллектив 10 Б класса. Коллектив парней, девчонок всего две. Я надеюсь, у вас все